Больница – это классное место. Здесь полно взрослых, пребывающих в отличном настроении. Говорят они довольно громко. Здесь полно игрушек и розовых тетенек, которые просто жаждут поиграть с детьми. К тому же здесь всегда под рукой масса приятелей, вроде попкорна, китаянки и Пепки. Короче, больница – это кайф, если ты приятный больной. Но я уже неприятный больной. После того, как мне сделали пересадку костного мозга, я чувствую, что я им больше неприятен. Нынче утром, когда доктор Дюссельдорф осматривал меня, я, похоже, разочаровал его. Он, не говоря ни слова, глядел на меня так, будто я совершил какую-то ошибку. А ведь я старался во время операции, вел себя благоразумно, позволил усыпить себя, даже не стонал, хоть было больно, послушно принимал всякие лекарства. Но я понял, что сделался скверным больным, больным, который мешает верить, что медицина – замечательная штука. Не переменилась лишь тетя Роза. Тук-тук. Тетя Роза, а чем вы занимались? Ни за что не поверишь. Клянусь, поверю.
занималась борьбой, выступала на арене. Ladies and gentlemen, представляю вам единственную чемпионку мира в 20 весовых категориях, душительница из Лангедока, тетя Рози. Против нее выступает неоспоримый претендент, рекордсмен самого быстрого нокаута в мире Сара Абисман! Тетя Роза, с моей операцией ничего не вышло. Ведь так? Похоже, никто не намерен сообщить мне, что я умираю. Оскар, почему ты хочешь, чтобы тебе сказали это, если тебе и так это известно? Оскар, а что, если написать Богу? О, нет, только не вы, тетя Роза. Хватит. Я уже слышал байку про Деда Мороза. Одного раза достаточно. Но, Оскар, между Богом и Дедом Морозом нет ничего общего. Нет, есть. Это одно и то же. Ты воображаешь себе, что я, проведя 30 лет на арене, я, душительница из Лангедока, могу поверить на секунду в Деда Мороза? А зачем мне писать Богу? Тебе не будет так одиноко. Теперь иди, отдохни. Дорогой Бог, хочу видеть маму и папу.
Вы хотите навестить его? У меня просто не хватит духу. Нельзя, чтобы он увидел, в каком состоянии. Что случилось, Оскар? Доктор Дюссельдорф сказал моим родителям, что я скоро помру, и они удрали. Ненавижу их. Знаешь, Оскар, в наших краях есть легенда. Начиная с сегодняшнего дня, смотри на каждый свой день так, будто он равен 10 годам. 10 годам? Да, один день – это 10 лет. Тогда через 12 дней мне исполнится 130? Кто тебе нравится больше всех, Оскар? Здесь, в больнице? Да, Попкорн. а из девочек? Пегги Блю. Слушай, а что ты чувствуешь, когда видишь ее? Мне хочется защитить ее от призраков. Как? Здесь что, появляются призраки? Ага, притом каждую ночь. А ты говорил ей об этом? Но не могу же я ни с того ни с сего нарисоваться перед ней и сказать: «Пегги Блю, я тебя люблю». Вот именно. Почему ты этого не сделал? Я люблю тебя, Пегги. Я тебя тоже, Оскар. Я не могу, тетя Роза.
Сколько тебе лет, Оскар? Не знаю. Который час? 10 часов. Тебе скоро стукнет 15 лет. Тебе не кажется, что пора уже осмелиться и проявить свои чувства? Привет, Пегги. Я Оскар. Привет. Я пришел сказать тебе, что если хочешь, то сегодня и все следующие ночи я буду охранять вход в твою палату, чтобы призраки сюда не проникли. Хочешь? Можешь поцеловать меня. Зачем? Тебе жвачки недостаточно? Ты даже на это не способен, Олух. Уверена, ты в жизни не целовался. Ну и насмешила. В свои 15, могу тебе заверить, я уже 1000 раз это делал. Тебе 15 лет? Да, уже стукнуло 15. Всегда мечтала, чтобы меня поцеловал 15-летний.
Оскар, как ты себя чувствуешь? Все нормально. Смотри, что у нас есть? Я тебя люблю, мой маленький Оскар. Я так тебя люблю. Привет, Оскар. А у нас гости. Ну, не буду вам мешать. Привет. Мне тут родители наушники подарили. Хочешь послушать?
хочу, чтобы именно ты, Оскар, охранял меня от призраков. Можешь на меня положиться, Пегги. Итак, Оскар, у вас с Пегги все серьезно? Железно, тетя Роза, просто супер. Я счастлив. Сегодня мы поженились. Поженились? Да, сделали все, что положено делать мужчине и женщине после свадьбы. Ах, вот как! За кого вы меня принимаете? Мне уже 30. Я строю свою жизнь так, как я это понимаю. Ну, конечно. Дорогой Бог, заметано. Сегодня я двигаюсь к 30-летию, и я женат. Что касается детей, то мы с Пегги решили, что там дальше будет видно. На самом деле, мне кажется, что она еще не готова. Целую, Оскар. Тетя Роза, почему твой Бог допускает, чтобы с людьми стряслось такое? Он что, злой? Оскар, малыш, как ты? Ма, все нормально. Оскар, доктор Дюссельдорф разрешил тебя на пару дней забрать домой. Иди, Оскар. Родители любят тебя.
Бог, мне исполнилось 60 лет, и я расплачиваюсь за вчерашнее излишество. Сегодня я, прямо скажем, не в лучшей форме. Было приятно вернуться к себе в больницу. В старости всегда пропадает желание путешествовать. Я уверен, что теперь мне не захочется покидать палату. Не могу говорить с тобой дальше, потому что мне немного тяжело удерживать ручку. Погиблю уехала. Она вернулась к родителям. Я ведь не идиот и понимаю, что больше ее не увижу. Никогда. Дорогой Бог, сегодня мне 100 лет, как тете Розе. Я много сплю, но чувствую себя хорошо. Я попытался объяснить своим родителям, что жизнь – забавный подарок. Поначалу этот подарок приоценивают. Думают, что им вручили вечную жизнь. После ее недооценивают. Находят никудышной, слишком короткой. Почти готовы бросить все. И, наконец, сознают, что это был не подарок. Жизнью просто дали попользоваться. И тогда ее пытаются ценить. Мне 100 лет. И я знаю, о чем говорю. Чем старше становишься, тем сильнее проявляется вкус к жизни. Какой-нибудь парень в возрасте от 10 до 12 лет может играть жизнью по собственной прихоти. Но в 100 лет, когда уже не можешь больше двигаться, тут уже следует использовать интеллект. Не знаю, удалось ли мне их убедить. Навести их. Закончи работу. А я немного устал. До завтра. Целую. Дорогой Бог, 110 лет – это много. Кажется, начинаю умирать. Дорогой Бог, мальчик умер. Я навсегда останусь розовой дамой, но никогда больше не буду тетей Розой. Я была ею только для Оскара. Он угас нынче утром, за полчаса, пока мы с его родителями пошли выпить кофе. Это случилось, когда нас не было. Я думаю, он, желая пощадить нас, выждал именно этого момента, хотел избавить нас от жестокого зрелища смерти.
На самом деле, это не мы. Это он заботился о нас. У меня болит душа, на сердце тяжело. Там живет Оскар, и я не могу прогнать его. Дорогой Бог, спасибо, что мне выпало узнать Оскара. Ради него я старалась быть забавной, выдумывала разные небылицы. Благодаря ему я познала смех и радость. Последние 3 дня Оскар держал на тумбочке у кровати карточку. Думаю, это тебя касается. Он писал: Только Бог имеет право разбудить меня.